Здравствуйте! В эфире «Чегемская правда». Сегодня в очередном выпуске нашей передачи «Разговор» мы будем говорить о двух вещах. Во-первых, мы будем говорить о парламентских выборах, которые наконец-то у нас свершились, состоялись. Новый состав, за исключением двух мест, он, в общем-то, сформирован. И с другой стороны мы будем говорить о намерении Южной Осетии вступить в состав России и параллельно с этим о заявлении наших властей о том, что, в общем-то, Абхазия не имеет таких планов проводить референдум о вхождении в Россию, что у нас наша цель построить свое независимое государство. И в этом контексте сегодня мы будем разговаривать. У нас в гостях Илья Гуня, пока еще действующий депутат парламента. Я напомню, что у нас первая сессия нового парламента состоится 12 апреля. И наш постоянный эксперт, историк Астамур Таня. Здравствуйте. Здравствуйте. И я начну все-таки с Ильи. В силу того, что в парламенте 6-го созыва он все-таки возглавлял комитет по безопасности. Ну и даже если бы он не возглавлял комитет по безопасности, все равно у него всегда было свое определенное мнение, которое никак не отличалось бы от занимаемой должности. Вот все эти разговоры, которые там сейчас происходят в основном в информационном таком российском поле, о том, что вот Южная Осетия там вступает в состав России, Абхазия взяла курс, не поддержала эту идею. Насколько вообще это влияет на абхазское политическое руководство? В силу, опять же, сложившейся ситуации, событий на Украине. Ну, Инал, это даже не сказать, что это влияет только на абхазское руководство. Это влияет на настроение вообще всей Абхазии, всех жителей Абхазии. Должен сказать, что когда мы говорим об Южной Осетии и об Абхазии, мы должны понимать, что Южная Осетия, возможно, и сделала свой выбор, проведет референдум. Это дела Южной Осетии. Да, мы принимаем, это наша братская республика, мы вместе боролись против грузинского шовинизма, да, и вообще против Грузии в этой войне были. У нас наша история идет ближайшая история, наша, она идет параллельно, да, мы с теми же проблемами сталкиваемся, и они, с чем и мы сталкиваемся. Но это их выбор, и мы должны уважать их выбор. Выбор Южной Осетии, да, я даже не собираюсь обсуждать это, не имеет смысла. А вот то, что касается Абхазии, то, что на самом деле касается последних публикаций и высказываний некоторых российских политиков о статусе Абхазии, да, об этом руководство Абхазии уже заявило, сказало, что статус Абхазии остается неизменным, он прописан у нас в Конституции. А для тех людей все-таки мне хотелось бы сказать, что прежде чем озвучивать такие вещи, надо понимать историю самой Абхазии, да, историю вообще борьбы. Это борьба и свободолюбие абхазов зародилось не только сегодня, да, и не 30 лет назад. Если посмотреть всю древнюю историю, да, она все пропитана тем, что Абхазия всегда боролась за то, чтобы быть независимой, за то, чтобы быть свободными, за то, чтобы они сами могли решать те проблемы, иметь свое государство. Даже я скажу так, что если взять махаджирство, да, то люди уезжали отсюда, чтобы не быть порабощенными. Их же отсюда даже часть уехала только потому, что не хотела быть под кем-то. Мы же это помним прекрасно, и целая страна выехала в другую страну, и сегодня основная часть находится в Турции. Поэтому надо понимать, что Абхазия с этим никогда не согласится. Поэтому мы и прописали в свое время в Конституции, поэтому мы и сказали, что даже референдум по этому поводу мы не собираемся проводить. У нас даже есть в Уголовном кодексе внесены статьи, по которым да, кстати, призывы
Кстати, в Уголовный кодекс этой статьи мы внесли как раз-таки в 6-м созыве, вот в том созыве, в котором я, что даже переговоры о статусности, да, являются уже уголовно наказуемыми. Поэтому вопрос для меня очень прост. Я бы не хотел просто, чтобы политики там российские или какие-либо другие политики, да, на этом спекулировали и на этом постоянно какие-то очки кто-то зарабатывал. Мне бы этого просто не хотелось. Астамур, все-таки понятно, что сейчас достаточно тяжелая ситуация в мире, где есть очень сильное противостояние там, Запада, коллективного Запада и России, и ну, все как на войне, как говорится, да? Кто не с нами, то против нас. Насколько вот такая позиция, она Абхазии, там вот, где мы четко заявляем о том, что мы продолжаем строить свое независимое государство, оно может как-то нам стать вот такой какой-то проблемой в отношениях с Москвой? Ну, в принципе, я не вижу никаких ни политических, ни правовых оснований для того, чтобы подобные проблемы возникли. Потому что, ну, вы помните, как бурно у нас обсуждался договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, который был заключен в ноябре 2014 года. Вот. Фактически, после вот публикования первого проекта, он претерпел значительные изменения, потому что общество абхазское, разные политические силы, они высказывали свои замечания к этому документу. И, кстати, это была очень такая показательная и важная практика в нашей истории. Благодаря этому мы сейчас имеем сбалансированный договор, вот, в котором четко определены рамки нашего союзничества, какую помощь оказывает Россия Абхазии, созданы надежные гарантии безопасности Абхазии, решаются важные для нашей страны социально-экономические проблемы. Вот. Но надо понимать, что этот договор же он тоже не односторонний. Вот у нас иногда такое впечатление, что вот, Абхазия является исключительно получателем какой-то помощи. На самом деле Абхазия занимает очень важную стратегическую позицию. Вот. И я думаю, что в нынешних условиях, когда, вот мы уже говорили с вами в прошлой передаче, что в условиях, когда происходит фактически слом мирового порядка, вот, и здесь, на Южном Кавказе, происходят важные изменения. И вот в этих условиях как раз независимая Абхазия, она может служить важным фактором безопасности и взаимодействия на Южном Кавказе. Вот, с учетом позиции России, с учетом того, какие отношения сейчас складываются между Россией и Турцией, как Россия и Турция там взаимодействуют в восточной части Закавказья. То есть у Абхазии может появиться такой важный функционал в этом регионе. Она может стать, пусть небольшим по территории, но таким серьезным игроком, который может сыграть важную роль в формировании этих новых конфигураций, новых коммуникационных линий, потоков там, не знаю, товаров, людей, идей. Тут надо просто успеть этим моментом воспользоваться. Вот. И вот Илья правильно сказал, наша цель историческая, она всегда довольно прозрачно была озвучена. Вот. Абхазы стремятся самостоятельно решать. Свои проблемы мы лучше всех знаем. Даже самый близкий друг наши проблемы, так как мы, нам не решит. Да, если мы можем обратиться за помощью, но мы всегда хотели самостоятельно. Это вот государственное строительство – это творческий процесс. Вот. Когда нация самостоятельно осуществляет этот творческий процесс, это важный фактор ее роста и развития. Вот. И у нас, вот посмотрите исторически, вот та территория, на которой мы живем, ну, она не очень значительные территориальные изменения в ту или иную
сторону претерпевала на протяжении столетий. Вот, то есть мы здесь, на нашей территории, сформировались сначала как ранее феодальное государство, шло дальнейшее поэтапное, поступательное развитие. Да, мы бывали, попадали в какие-то вассальную зависимость от крупных империй, но от этого абхазское государство не прекращало свое существование. Я думаю, что оно должно существовать и дальше, по крайней мере, в наших умах, в наших сердцах. Другого варианта мы не видим существования Абхазии. И я думаю, что и молодое поколение к этому стремится. У них должна быть возможность. Вот у нас многонациональный народ, у всего этого многонационального народа, во-первых, здесь нужно построить гармоничную внутреннюю политику, потому что у нас по этому основному вопросу разногласий я не вижу в нашем обществе, несмотря на различия национальностей. Да. Но все должны быть, все национальности, населяющие Абхазию, должны быть вовлечены в этот творческий процесс. Это будет всем полезно, и Абхазии, и России, и другим нашим соседям. С другой стороны, мне кажется, вот здесь очень этот информационный фон, который созрел вокруг заявлений президента Южной Осетии, а перед этим говорили еще руководители ЛНР и ДНР о намерении провести в своих республиках референдумы о вступлении в Россию. Все-таки мне кажется, вот эта позиция абхазской власти и в обосновании своего избранного пути, она была нечетко, допустим, сформулирована. Все-таки Южная Осетия – это разделенный народ. И он не вчера еще, он еще и 20, и 30 лет назад, и в 2008 году рассматривал независимость как некий переходный этап к вхождению в состав России, объединение с Северной Осетией. Да? Там все-таки это этническая общность такая есть, осетинская. С другой стороны, ЛНР и ДНР, основное население это этнические русские, да, и это тоже есть понимание, что объединение русского мира идет. У нас, у абхазов, мы мне кажется, мы четко не проговариваем, для чего нам этот проект, что это не не какое-то желание, такой каприз, да. Что это, в общем-то, жизненная необходимость, исходя из того исторического опыта, который сложился, да, и мы понимаем, что это единственная возможность самосохраниться и саморазвиваться. И в этом плане наш проект, он не означает, что мы становимся в некую конфронтацию с Россией или с каким-то иным государством. Да. И мне кажется, в этом плане должна быть более активной быть внешняя политика Абхазии, да, и то есть это разъяснительная. Потому что я смотрю очень этих тонкостей, оно в таком информационном поле, которое возникло вокруг всей этой ситуации, оно не прослеживается. Четкого такого прослеживания нет. Мне кажется, если мы открыли здесь, наш МИД открывает медиа-центр, мне кажется, хотя я после открытия, если честно говоря, не видел, чтобы он какой-то продукт выпуска сделал, но мне кажется, необходимо все-таки об этом четко заявлять. И о таких вещах четко заявлять. С другой стороны, я все-таки ту вещь, которую я наблюдал, то есть я на очень много всяких телеграм-каналов подписан и так далее, я вижу, то есть это не не обычные люди, а какие-то эксперты, да, говорят, и очень многие которые возмущены, российские эксперты, которые возмущены такой неблагодарной позицией Абхазии в кавычках, они сетуют на то, что мы находимся на содержании и так далее. Да. То есть, мне кажется, как ты думаешь, нам тоже, наверное, нужно объяснять, с одной стороны, что мы тоже свою какую-то лепту вносим в этот союз партнерский, да, понятно, что это разные величины, но с другой стороны, мне кажется, это тоже стимул развивать, собственно, государственность, да, и экономику и так далее. Дело в том, что то, что мы строим независимое государство, ни для кого не секрет. Мы всегда это объявляли. Другое дело, возможно, недостаточно, и кто-то это не услышал. Обычно те, кто не хотят слышать, и не слышат эти вещи. Но как мы его строим? У нас
в сотрудничестве с Россией. У нас подписан, как сказал до этого Стамур, у нас подписан рамочный договор, истекающие из него договоренности. Но за последнее время сложилось впечатление, что и ПАЧУ говорят, что Абхазия должна как бы там поступить со своей независимостью, да, что она находится на содержании. Да, действительно, надо признать, что экономически мы во многом зависим от России. Это действительно правда. И действительно правда, я считаю, что мы должны экономически развиваться, потому что экономическая безопасность – одна из основ построения вообще государства. Это, мне всегда казалось, что помощь России – это все-таки какой-то переходный период для того, чтобы Абхазия встала на ноги и начала развиваться сама и зарабатывать деньги как для государства, так и вообще для развития. Да. Как мы это будем делать, да? Насколько эффективно мы будем это делать, настолько эффективнее у нас будет развиваться государство. Сегодня, когда в мире происходят такие вещи, как это спецоперация в Украине, да, это военные действия, когда идет на самом деле, наверное, большой передел в этом мире, да, по-моему, сейчас именно мы должны найти и экономическое обоснование, и вообще себе применение Абхазии в мировом масштабе для того, чтобы мы могли и встать на ноги, и не быть обузой кому-то. Да, тем более... Нас часто воспринимают как вот мы как там или клещ, или какая-то тяжесть, да, и нас куда-то постоянно, нам надо какие-то финансы, вливания, да, и вот без этого мы не можем. Можем, но этим надо заниматься. Это надо объяснять, надо, я не знаю, открывать и экономические пути. Сегодня, когда мир находится, скажем, когда против России санкции введены, да, мы могли бы, наверное, какую-то экономическую зону сделать, какие-то договора заключить, возможно, найти пути развития. Я думаю, такие пути есть и такие возможности есть. Но еще раз говорю, мы должны сами понимать, что чем мы будем дальше себя вести вот в таком же русле, то политическое отношение к нам будет меняться. Если у нас не будет экономически сильного государства, у нас будут слабые политические позиции. Понятно. Тем более это созвучно, наверное, с тем, что, допустим, еще месяц назад сказал замминистра экономического развития России, который говорит, что в это нынешнее тяжелое время, в общем-то, России может быть и вот этот поток финансовой помощи, который приходится на Абхазию, возможно, он, скорее всего, даже сократится, и Абхазии надо научиться зарабатывать свои деньги. И мне кажется, в любом случае мы должны, наверное, поймать какие-то стимулы для своего развития. И я вижу в этом контексте есть все-таки возможность, учитывая, что вот этот сейчас сильно возрастет направление вот этого Турции, да, Южного Кавказа, да, в силу того, что там Россию ограничили, блокировали со всех сторон вот в этом европейском направлении, да, и очень много всяких перспектив возникает. Мы все-таки вот долгое время вот в географическом плане в силу вот как бы признания с одной стороны России, с другой стороны у нас там как бы до сих пор неурегулированные отношения с Грузией, и мы оставались неким таким тупиком. Сейчас, в общем-то, появляется возможность как-то видоизменить вот эту всю ситуацию, сделать, может быть, каким-то неким даже транспортным коридором, который транзитным коридором, да. И я недавно даже, кстати говоря, сейчас в Евросоюзе вроде бы зреет идея там ограничить вообще передвижение даже транспорта
автомобильного транспорта. И вот грузы, которые там перемещались обычно там через территорию Украины, Польши, там, Беларуси и так далее, где шли эти дороги, они могут бы перекрыться, и в этом варианте, там, допустим, Турция может стать неким вариантом, по которому будут доставляться грузы автомобильные, да, в Россию. Может быть перевалочным пунктом. Может быть, перевалочным пунктом, и в этой связи, мне кажется, наша позиция должна быть тоже быть достаточно гибкой, отказываться от вот этих годами как бы сформировавшихся клише, что нам туда нельзя, сюда нельзя и так далее, где мы создали какие-то совсем ограничительные вещи. И мне кажется, что сейчас должно все исходить из того, чтобы то, что принесет реальности пользу Абхазии, исходить из этого. То есть вот весь патриотизм, он должен, мне кажется, вот в это упираться. С другой стороны, Астамор, я касаясь вот этой темы, вот Грузия, она в этой ситуации происходящего на базе Украины конфликта России с коллективным Западом, она заняла весьма осторожную политику, да, то есть она не поддержала эти санкции. Сейчас Армения, Азербайджан вроде бы опять приходят к неким договоренностям о необходимости подписания мирного договора, да, то есть вот все-таки на Южном Кавказе пытаются сформироваться некая такая более стабильная ситуация, и с учетом того, что вот этих перспектив особого влияния Турции, которая получает преференции, по крайней мере, экономического характера от вот этого противостояния между Россией и Западом. И как ты думаешь, есть ли какая-то перспектива вот в этом? Насколько, допустим, ситуация, которая там Южная Осетия, да, объявляет там референдум, насколько это может изменить отношение Грузии к этому? Честно говоря, я не уверен, что вот многие годы высказываемое желание Южной Осетии вступить в состав России, объединиться с Северной Осетией, в нынешних условиях получит... Тем более, кажется, не первый раз они не первый раз это делают, мы должны помнить, они просто понимают, что есть соответствующий мощный информационный фон, они в него встроились, там выборы проходят, надо учитывать внутриполитический контекст Южной Осетии. Но я не думаю, что из той стратегической ситуации, которая складывается вокруг России и на Кавказе, в Южном Кавказе в частности, что Москва удовлетворит это обращение. Вот. Это не делалось и в более спокойной ситуации, если вы помните. Но Южный Кавказ, он представлен малыми странами. Понятно, что они не хотят быть втянутыми в какие-то опасные события, чтобы не пострадать ни в каком отношении. Вот. Поэтому позиция южнокавказских государств, она понятна. Потому что известны их потенциалы, да, и выбирать явно какую-то сторону, я думаю, что их элита не будет, правящая элита. Вот. Не думаю, что и Запад будет подталкивать эти государства каким-то более жестким действием. Мне кажется, что это тоже чревато опасным развитием событий, неконтролируемым. Думаю, что здесь Турция будет играть стабилизирующую роль в этом смысле со своей особой позицией относительно России. Вот. Я думаю, что из стран НАТО она как бы становится, ей такой отводит роль своего... Страны со своим мнением. У него свое мнение существует, потому что НАТО это тоже каждый на него смотрит так, как ему выгодно. Вот. И Турция самостоятельный игрок. Да. И мне кажется, она будет играть тут такую стабилизирующую роль в том смысле, что она будет продолжать, мне кажется, наращивать торгово-экономические связи с Россией. Вот. Это раз. Второе, я думаю, что настает время, когда могут быть разные нетривиальные решения приниматься.
И мне кажется, что если мы говорим о перспективах транзита, какого-то взаимодействия, коммуникационного и так далее и тому подобное, мы должны все-таки подумать о том, о формате своего участия. Вот. Я хочу напомнить, что до 2008 года у нас был переговорный формат, в котором мы были представлены, имели международно-правовой статус стороны в конфликте. Это давало нам возможность подписывать документы, ну, за исполнение которых мы несли соответствующую ответственность. Это был международный формат. Вот. Мне кажется, что сейчас этот вопрос нужно актуализировать, потому что возможности Женевской площадки их явно недостаточно. Вот. Хорошо, что она существует, но она не может дать никакого эффекта, пока не будут участвовать в переговорах стороны, которые возьмут на себя какие-то обязательства, подпишут соответствующие документы вот, с участием ООН, посредников там, вот, и не будут их реализовывать. И у нас до 2008 года десятки таких было подписано соглашений, больших, малых, по каким-то вопросам безопасности, гуманитарным, экономическим и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что у нас опыт есть. Это же не с чистого листа. Эти, кстати, документы, их никто не отменял. Вот. Просто формат разрушился. Поэтому и этот опыт может быть использован. Я думаю, что над этим надо работать и нашему внешнеполитическому ведомству, вообще всему руководству Абхазии, экспертному сообществу. В первую очередь надо будет поработать, конечно, на уровне экспертного сообщества, чтобы там нащупать какие-то возможности. Но от дел международных я все-таки опущусь немного на землю, нашу абхазскую грешную. Переместишься по горизонтали. По горизонтали, да. И у нас сформирован новый парламент. Молодой состав. Такого молодого состава, наверное, у нас никогда в нашей истории не было. Очень много людей, для которых депутатство – это первые шаги вообще фактически в политике. С другой стороны, ну вот, мы все, как бы, в общем-то, маленькая Абхазия, все друг друга знаем, кто как за кого голосует, да, и кто каких-то политических групп придерживается. И я, по крайней мере, как бы считаю, что власти, нынешней исполнительной власти в этом парламенте, по крайней мере, к первому заседанию у них есть конституционное большинство. И я, наверное, все-таки хотел бы, наверное, как-то порассуждать, какие все-таки плюсы и минусы вот такого парламента, тем более в нынешней достаточно сложной международной обстановке. Но прежде всего хочу поздравить вновь избранный созыв, 7-й созыв этого парламента. Хочу пожелать им творчества, прежде всего законотворчества. Вот. А то, что касается там, ну, мы прекрасно понимаем, что система наших выборов такова, что основная часть населения поддержала именно этих депутатов. Они сегодня избраны. И кто бы каких бы взглядов не придерживался, я вот это говорю уже из опыта нахождения в парламенте, кто бы никаких политических взглядов не придерживался, то когда это касается безопасности государства, безопасности Абхазии, то все придерживаются одного взгляда, да? Все оказываются на одной стороне. То есть, поэтому красные линии... Я думаю, красные линии, конечно, существуют. Более того, мы прекрасно понимаем, что у нас вообще сам народ очень политизирован, да, и за этими красными линиями очень бдительно следит. Да, поэтому у меня нет никаких опасений того, что когда будет касаться вопроса безопасности, вопроса государственности, вопроса и таких наболевших вопросов, я думаю, парламент всегда будет принимать правильное решение. Ну, ты отметил важный фактор о том, что много молодежи пришло в парламент. Но мы уже не раз эту тему, кстати, поднимали, вот, что в Абхазии идет естественный процесс смены правящей элиты. Вот. Настало время того поколения, которое, в общем, выросло после военной Абхазии. Оно не имеет советского опыта,
государственного строительства. Конечно, оно выросло в довольно сложных условиях, экономических, политических. Вот, были, ну, мы помним, какая была ситуация в блокадной Абхазии, вот, как преодолевали мы все эти трудности. Эта молодежь выросла вот в такой среде. Вот. Мне кажется, она, конечно, такая, ее жизнь побила, и они будут устойчивые и в политике тоже. Вот, на это я надеюсь. Второе, когда я бы не говорил, что это прям проправительственный парламент, потому что мы знаем, что, во-первых, он мажоритарный, да. Если бы там была пропорциональная система, чтобы партии были представлены со своими программами, дисциплиной и всеми прочими институтами, вот. Здесь другая ситуация. Эти люди, они ориентируются на социальные запросы своих округов. Вот. Они больше, чем от власти, зависят от своих избирателей, от нашего общества. Вот. Поэтому я думаю, что, конечно, там будет, наверное, большая проправительственная фракция, они будут совместно какие-то решения вырабатывать, но не стоило переоценивать этот фактор. Я думаю, что люди будут со временем, особенно когда они притрутся, начнут работать, они начнут занимать более самостоятельную позицию. Вот. И да, вот будет молодой парламент, а скоро будет и в целом молодая власть. С другой стороны, мне кажется, в общем-то, для страны, которая все время долго и упорно говорит о необходимости реформы, в том, что вот нет этого единства там, исполнительной, законодательной власти, мне кажется, вот такой парламент, где у тебя есть конституционное большинство, ну, по крайней мере, сейчас так кажется, что это есть конституционное большинство, мне кажется, это самый лучший момент для каких-то активных преобразований. Ну, есть же модель, которую наша комиссия, вот, которую я обхожу, предложила президенту, эту комиссию президент создал. Ну, она обсуждалась, оппозиция высказывала свои замечания. И, ну, кстати, во многом и взгляды оппозиции на эту архитектуру, которую мы предложили, они совпадали с нашими. Вот, ну, есть основа для того, чтобы хотя бы вот 3-ю, 4-ю главы поменять. Основа создана, думаю, и парламент это дело поддержит. Я не знаю, кстати, какой способ изберут для внесения поправок. Парламент или референдум. Я бы, конечно, пошел по пути референдума, потому что это более высокая степень легитимности этих поправок, чем внесение. Парламент тоже законно, но выше, конечно, когда референдум. Но, с другой стороны, это конституционная комиссия, в которой ты участвуешь, она продолжает работать. Да. У нее еще будут свои другие предложения по другим каким-то поправкам к изменениям Конституции. Я надеюсь, это не совсем компетенция нашей комиссии, хотя, может быть, и комиссии тоже. Это вопрос численности депутатского корпуса. Вот, если будут вводить смешанную систему избирательную, легче, конечно, когда больше депутатский корпус. Вот, если такое будет принято решение его увеличить, там это вопрос конституционной комиссии. Если работать нужно, решат работать с нынешним составом, с нынешней численностью 35 депутатов, вот, там это вопрос парламента, а не комиссии. Если будет политическое желание, воля ввести новую избирательную систему, которая начнет работать уже для выборов следующего состава парламента. А что касается глав 3 и 4, и туда нужно вносить поправки уже желательно сейчас, потому что они должны будут вступить в силу, если их примут сейчас, но вступить в силу они должны будут после новых выборов президента, потому что по ходу ломать архитектуру власти нельзя. Но у Конституционной комиссии будут еще какие-то предложения? Наверняка будут. Ну, я надеюсь, президент проведет еще встречу, и мы обсудим наши дальнейшие планы
пока я ничего не могу Ну, то есть, сказать. если в конце концов был сформирован пакет там, предложений по Там изменению достаточно- Конституции, там можно доч- было бы и референдум. Там достаточно большой пакет предложен. Пакет изменений. предложений был, кстати, достаточно также немалый пакет предложений был и в парламенте, который обсуждался, и он есть и сегодня тоже. Тут же дело не в предложениях, даже тех, которых есть, да, и модели, несколько моделей, которые мы могли бы там. Дело, мне кажется, совершенно в другом. Все-таки старшее поколение или люди, которые там уже чей возраст преклонный, да, они не склонны, это если обычно так, они не склонны что-то менять кардинально, да, потому что взрослый человек, он всегда взвешивает, да, все за, все против, а надо ли это делать, да, риски, то есть вот эти все вещи существуют, и поэтому чаще всего мы как с места не двигаемся. Придет молодое поколение, оно уже приходит, вот парламент у нас молодой, да, наверное, придут более, скажу так, более рисковое поколение, которое будет все это делать, наверное. Это симбиоз старшего поколения и молодого, он должен быть, если это сдерживающие факторы в лице и опытной политики, да. Мы просто с этим надо работать. Невозможно это взять, это очень, мы меняем всю структуру государства. Вы понимаете, что, во-первых, это связано с финансами. Как бы мы это ни говорили, все это связано с большими финансами. Да? Мы это тоже должны просчитывать. И дальнейшее наше развитие, путь сложный, но мы к нему идем, никто же не останавливается. Ни парламент не останавливается, создана комиссия и работает комиссия по этому поводу. Темпы развития не устраивают? Темпы развития, да, темпы развития не устраивают. Но у меня еще есть просто небольшое пожелание вообще и к абхазскому народу, наверное, и к политикам, и к новому депутатскому корпусу. Да. Мы все своего рода люди патриотично настроены. Да. Поэтому мы сегодня и говорили с вами о статусе Абхазии. Да, это вот этот патриотизм в нас, да, очень сложно искоренить. При всей моей критичности, мне кажется, есть определенные надежды все-таки, чтобы вот этот новый состав парламента в силу того, что костяк его составляет молодежь всегда имеет амбиции, молодежь всегда имеет желание что-то действительно изменить к лучшему. И время такое, когда нам действительно надо долго не откладывать все какие-то вещи, которые мы там десятилетиями обсуждали, и авось было ныне там, и надо проводить реальные изменения. И мне кажется, вот самое время сейчас то время, когда мы должны, наверное, уже переосмыслить весь путь, который мы прошли, вносить серьезные коррективы в этот процесс государственного строительства. И я на этом буду завершать наш, наверное, разговор. Я благодарю Илью Гуня и Астамура Таня с тем, что они приняли участие в этом разговоре. Спасибо и до свидания.